Краткое содержание предыдущих серий. Мы выехали из Якутска в Усть-Неру, и наш путь пролегал по трассе Колыма с 2 паромными переправами. Переночевав в Усть-Нере, мы собрали наши катамараны и выдвинулись в сплав по реке Индигирка протяженностью в 350 километров. К концу второго дня мы добрались до границы Аймиконского и Момского районов, а на третий день прибыли в поселок Тюбелях, где совершили радиальный пеший поход на 30 километров. Село находится в северо-восточной части Якутии, на левом берегу реки Индигирки, на расстоянии примерно 118 километров по прямой к югу от села Хану, административного центра района, и на расстоянии 151 километр по реке или автозимнику от поселка Усть-Нера. Основное транспортное сообщение происходит через Усть-Неру и Якутск. Летом по Индигирке, не имеющей на этом участке порогов и заметных перекатов, а зимой по автозимнику. Доступность Хану открывается с появлением зимника. Летом же из-за порогов в этой части Индигирки движение по реке минимально. Климат характеризуется как резко континентальный с суровой продолжительной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца января составляет минус 67 градусов. Абсолютный максимум самого теплого месяца июля плюс 37. Снежный покров держится в течение 244 дней. Буквально за день до нашего прибытия в поселке прошло одно знаменательное событие, связанное с историей поселка и экспедицией советского геолога, исследователя Сергея Владимировича Обручева. Но этот знак был изготовлен в честь 95-летия Великой индигирской экспедиции Сергея Владимировича Обручева, под руководством которого проходила эта экспедиция, и в честь 90-летия Момского района. Этот знак был вручен мне в Санкт-Петербурге, в Русском географическом обществе. И этот знак изготовлен на средства потомков проводника этой экспедиции Дмитрия Егоровича Старкова-Мичика. Этот знак мне вручили в городе Санкт-Петербурге в марте этого года. И он был привезен сюда и был установлен 22 августа этого года. Этот камень мы привезли весной этого года с места Хатыс, который находится в километрах 5-6 от поселка. В установке этого камня нам помогли строители солнечной электростанции, которые строят здесь эту станцию, и они помогли нам краном, машиной, и мы его привезли, и потом наша молодежь установила его здесь, на этом месте, забетонировала все. А для установки этого знака приехал специально представитель Русского географического общества, один из основоположников фонда Обручева, Александр Леонидович Мазур. И он приехал, он сам лично все это установил, и вот 22 августа мы его официально открыли. Про экспедицию Обручева можно рассказать следующее, что в 1926 году была инициирована эта экспедиция. Они хотели с Аймикона сплавиться по реке Индигирка до реки Чебагалах. И там они искали месторождение золота. И по данным карты, которая у них имелась, с местности Кувахбага, это отсюда где-то километров 45-50, была здесь низменность и болотистая местность. Они не знали, что здесь есть горы. И этот Сергей Владимирович Обручев открыл, что здесь находится хребет Черского. И это последнее такое географическое открытие, это называется последнее открытие 20 века. Более значимое. Сергей Владимирович Обручев сплавился по реке Индигирка, доплыл до местности Ан, который вы проплывете. И там он увидел, что невозможно сплавиться на лодке, которую они имели. Это деревянная лодочка такая.
маленькая. По бокам для устойчивости привязали бревна и на нем спускались. Вот. Там он не смог спуститься и позже писал, что Индигирка — это самая мрачная и самая страшная река, в которой ему довелось побывать. И вот. Поэтому они обратно вернулись вот в местность Булях. Здесь вот несколько юрт было, несколько стойбищ. Здесь они все это обсудили, потом поехали через Иняли в обход там, на лошадях в реку Чебагалах. И там спустились. Ну, этот проводник, вот, Дмитрий Егорович Старков-Мичка, единственный, кто сплавлялся по реке Индигирка, плыл вверх на таких лодках до Оймякона. И вот он сопровождал их в объезд этой трубы и до Чебагалаха. И они быстрее дошли за 2 недели до Чебагалаха. И там все они геологические работы все сделали. И вернулись благополучно до Оймякона. Очень теплый прием был в Тюбеляхе. Раскладушка, установленная в фойе после нескольких дней, проведенных в палатке, казались 5-звездочным отелем. Но время, график и продолжение сплава подгоняли нас вперед, и настало время двигаться дальше. Сплав по Индигирке! Испытано на себе! Испытано на себе. Загрузив катамараны, мы снова выдвинулись в путь. Так, где страховочка? Ну, страховка низкая. Да, не надо. Приятно. Точно. Спасибо. До свидания. Правый борт. Назад. Левый борт вперед. Правый борт вперед. Левый, да? О, весло короткое. Смотри, где? Везде. Прямо таки. Камень. Камень. Не, прямо. Вверх. И раз. Стой, камень здесь. Внизу. Мы отошли от поселка Тюбелях, и сейчас у нас подкачка баллонов. Дело в том, что когда накачиваются баллоны на берегу, из-за солнца, из-за теплого воздуха, они как бы дают давление, но как только катамаран спускается в воду, на воду, то давление сразу падает, воздух охлаждается. Ну и в целом мы уже, кстати, прошли 14 километров. Сейчас подкачали баллоны. Ну и, конечно, попьем чай. Заправились, да? Перекат порвать аэродромики, да? Сегодня у нас по плану войти в дверь местность Ан называется. С него начинаются пороги, перекаты. И здесь уже течение реки убыстряется. Плюс у нас вспомогательные моторы. Было моментами, что идем где-то около 19-20 км в час. Но в среднем скорость с мотором добавляется плюс 5 км в час. Так, по наблюдениям. Что как бы, так как у нас сплав очень продолжительный, 350 километров, поэтому с мотором, конечно, гораздо веселее. Вот, но все мы сидим в ожидании порогов. Сегодня более качественно, более крепко завязали багаж.
все увязали, чтобы не двигалось ни вперед, ни назад, ни влево, ни вправо. Ну и в целом, думаю, у нас все получится. Вокруг нас очень красивые виды, горы. И иногда на вершинах гор появляются такие откроги скал. Смотрится это очень-очень красиво. Петр у нас в качестве капитана, преподавателя, тренера. Петр, ваше впечатление? Очень хорошо. Жарко, да? Мы видели, что над горами был дождь. Надели дождевики, а дождя нет. Солнце палит. Вот, сейчас будет как-то. О, Давай правая сторона вперед. И раз. И раз. И раз. Левая. Выравниваем. Все вместе. И раз. И раз. Левая сторона. Стой. вообще на катамаране, получается, все участники сидят на своих сумках, на гермомешках. И здесь есть вот такой вот страховочный трос, который держит коленом, держит так вот. Он крепко завязан за раму катамарана. И, соответственно, если, чтобы не качало, этой ногой можно немного себя подрегулировать, держать равновесие. Вот. Но я немножко, чуть-чуть еще подстраховался, поэтому, так как у меня сумка чуть выше, закрепил еще вот так, подкрепил карабином. А то иногда она слетает, и не зная этого, думая, что страховка на ноге, можно навернуться. Уважаемые друзья, справа от вас наблюдается ворота Виндигирский каньон, Чемалкинская труба. Сейчас один большой поворот, и перед нами откроется каньон. Так, ну что, друзья, у нас сейчас пойдет череда порогов. Чемалкинская труба начинается вот здесь. Как видите, идет сужение гор, узкое ущелье, и там большое течение реки. Так, ну что, мы приближаемся к порогу, первому порогу, порог Бусика. Вот это сторожевой камень. Входим в пороги Бусика. Первый порог после ворот каньона. Вы приготовились? Слева наблюдаете парк для скалолазов. Выходные дни приезжают, лазают здесь по горам. Скалолазы экстремалы.
Вход в ущелье нас не разочаровал. Все, как и ожидалось. Стремительное течение, волны, пороги. Если бы наш сплав начался сразу отсюда, то все было бы гораздо сложнее. За несколько дней сплава мы более-менее подготовились к работе в команде. Опытные сплавщики работают следующим образом. Обязательно все привязаны страховочным тросом. Первые 4 члена команды постоянно синхронно гребут вперед. 2 позади управляют катамараном. В нашем случае все было не идеально, но все же мы сносно держали курс, и катамаран был под контролем. Есть такая команда «Табань». Означает торможение веслом, когда весло упирается в воду, и таким образом катамаран поворачивает в сторону тормозящего. Одно дело посмотреть на все под динамичную музыку, а другое посмотреть на все это от первого лица. Итак, еще раз, пороги Индигирки, без лишней музыки и комментариев. Нас сейчас боком поставит. Налево. И все вперед. Оп! Раз! Раз! И раз. Оп! Держите, держите. Правее! Правее, правее! Ох, ничего себе! То, что ты хотел, Петя! Я тебя ненавижу! Вот оно. Левая табань, правый вперед. А вот он, истерический смех. 20 секунд страха. Ой, ой! Право, право! Табаним! Гребем, гребем. Все гребем, гребем. Постоянно гребем. Постоянно гребем. Мы рулим. Мы сзади рулим и помогаем. Отлично, отлично. Ох ты! Так, а что, боковая волна, да? Левая табань. Вот так. По волне, по волне. Хорошо. Идем. Идем, идем все вместе. Раз. 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 Гребем, гребем. Нет. Все гребем. Гребите, гребите, не оставляйте. Так, гребем. Левая табань. Левая табань. Левая табань. Хорошо. Все прямо. Эй, прямо. Во! Ой-ой-ой-ой! Оп! Хорошо, хорошо! Все гребем, гребем! Левой гребем! Правой табаним чуть-чуть! Так, не... Вперед, вперед, все вместе! Раз. Правой табань, табань, табань! Гребем, гребем, вперед. Равняем, вот он идет. Так, хорошо. Выровнялись. Что такая волна разная. Табаньте, табаньте, правые. Да-да-да. Нормально. Волна уходит.
О, последняя большая. О, спокойная вода. И главное, не уйдешь, да, с курса? Ой, что там впереди? Ну-ка. Так. Гребем левое. Хорошо. Так, здравствуйте, пирожки. Я что-то это или испугался, или ехал, вода попала. Надо поменять. Ну. Давай. Да. Разноплановые волны, да? Оп. Оп. Управление катамараном в основном сводится к тому, чтобы не дать ему встать боком и быть захлестнутым волной. Нужно стараться все время резать волну, так как боковая устойчивость у катамарана хоть и есть, но из-за его ширины, чем выше становится боковой угол, тем выше становится центр тяжести. В общем и целом, минимум вас окатит волной, ну а максимум при большой волне или бочке катамаран может перевернуть. Сегодняшний день нас радует солнцем, но по дороге, по-моему, нас догоняет тучка. Вот, кажется, она дождевая. Мы сейчас на данный момент прошли уже 45 километров. Время 17:00. Скоро будет стоянка. Друзья, ну что, мы поставили лагерь. Этот день просто, наверное, отличается от других. Во-первых, тем, что мы прошли достаточно такие хорошие пороги. Но и само место стоянки, оно очень живописное. Вы можете видеть, вот здесь идет река. И в западной стороне садится солнце. Очень красиво. Начал накрапывать еще дождик. И появилась не просто одна радуга, по-моему, даже их две. В общем, шикарные виды, просто непередаваемые ощущения. Перед выездом руководитель нашей группы Леонид сделал из фанеры жесткую палубу для катамарана. По умолчанию там просто натянута ПВХ ткань. Фанерная палуба себя хорошо показала. Во-первых, груза у нас было много, и он надежно держался на фанере. Во-вторых, на стоянках фанера служила нам и скамейками, и столом.
Большое количество порогов этого дня промочили практически каждого, несмотря на болотные сапоги и дождевики. Именно поэтому у всех участников было по 2 комплекта одежды. Вообще, если позволяет место в багаже, то чем больше будет сменной одежды на сплаве, тем лучше. Особенно это касается прохладных месяцев. Запах дыма от костра, шум горной реки, отдых и пополнение сил после насыщенного дня, полное отсутствие приходящих сообщений в мессенджерах, малосольная, безумно вкусная свежая рыба, только что выловленная в реке. Это та малая часть, ради чего стоит отправиться на сплав. Ну а после заката нас ожидал очередной рассвет и новый интересный день. Ну что, друзья, мы двигаемся вперед. Впереди у нас самый серьезный, самый опасный участок длиной... Кривун. Кривун. Называется Кривун. Нам сегодня нужно пройти 30 километров. 30 километров до следующей базы. Ну что, желаем друг другу удачи. Вперед! Друзья, ну что, наступает кульминация нашей поездки, нашего сплава по реке Индигирка. Впереди виднеется Кривун. Это самые опасные пороги на реке. И река делает очень резкий поворот. И даже отсюда, с этого расстояния, видно, что очень много пены. Это значит, что пороги мощные. Достаточно такая страшная картина. Прямо аж волнение пробирает. Но если на предыдущих порогах мы для того, чтобы набрать опыт, старались иногда идти прямо в самые волны, то это, наверное, даже не волны, я бы сказал, это бочки. Бочки очень опасные и серьезные. Поэтому сейчас пролетели коптером, посмотрели, и оптимальная часть маршрута у нас должна пройти по правой, ближе к правому берегу, по самой дальней траектории. Еще 10 километров до Чебакала. Сейчас первый катамаран пойдет, потом после того, как они пройдут, мы пойдем за ними. Но я хочу показать вам все это, как выглядит со стороны, и самому посмотреть. Я вот сейчас реально иду, здесь какие-то огромные следы на песке. Благо они немного старые, не буду говорить чьи. Могу ошибиться, но они прям большие. В целом, предыдущие пороги показали то, что при возникновении боковой блуждающей волны есть. Катамаран захлестывает водой, и если ты находишься в нем, даже несмотря на болотные сапоги и на дождевик, спасательный жилет, все равно вода проникает
и одежда становится мокрой. Поэтому сегодня у нас, во-первых, это самый короткий маршрут. Мы идем всего 30 километров, но тем не менее он очень серьезный, опасный. Поэтому было предложено всем одеться как бы так полегче, чтобы потом меньше вещей сушить. Ну что, первая команда прошла. Сейчас они должны по рации сообщить, когда они пройдут Кривун. И потом будет наша очередь. Ну, в целом, по крайней мере, то, что я видел, пороги такие, местами потряхивает. Непонятно, что там дальше. Но вроде бы тоже так. Для первого раза очень даже неплохо. Конечно, я думаю, что если бы была профессиональная команда сплавщиков, они бы с удовольствием прошли прям посередине этого участка. Но там нужна скорость, сила, опыт. Этого всего нам не хватает. Поэтому еще раз повторюсь, что для первого раза очень даже неплохо. Отправим к вам и вам дадим команду. Принял. Ну что, друзья, сейчас, чтобы показать вам все наши эмоции, как идет катамаран, будет запущен дрон. Все, оттягивайте от берега. Все, прозвучала команда, удачи нам. Дрон полетел к вам. С Богом. Все, мы отчалили.
Прием. Да-да. Все, мы поднимаем урок. Так, потихоньку идите, там впереди еще будут дороги. Потихоньку идите, мы вас догоним. Принял, хорошо. Уважаемые туристы, поздравляю вас с прохождением порога Гривун. Троекратное ура! 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 Так, друзья, ну что, друзья, мы разместились на очередной базе на берегу реки Индигирка. Отличается она тем, что здесь есть то ли мошки, то ли комары. То есть для мошек они большеватые, для комаров маловатые. В следующем выпуске передачи «Испытано на себе» мы узнаем, как обвязывается катамаран, познакомимся с медведезащищенной избой, узнаем, открыт или закрыт пункт обогрева автозимника в летний период и завершим наш сплав в конечной точке маршрута в селе Хану. Узнаем, как выглядит Ю-гора в летний период и почему именно в этом году помимо туристов туда поднялись даже те местные жители, которые никогда не поднимались на эту гору.